Продолжает наш эфир брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике является напряженной. На сегодняшний день зафиксировано 155 новых случаев новой коронавирусной инфекции. В столице республики зарегистрировано 90 новых случаев. Основные случаи связаны с распространением инфекции вируса в семейных очагах. В основном все случаи, которые сегодня регистрируются по первоисточникам, являются случаями привозными из республики. 19 случаев зарегистрировано в Мирнинском районе. Сейчас мы продолжаем работать в Мирнинском районе по оказанию методической и оперативной помощи именно непосредственно оперативному штабу в Мирном, в целом для того, чтобы урегулировать ситуацию и не дать распространения вируса. 13 случаев зарегистрировано в Алданском районе, 9 случаев в Усть-Алданском, 7 в Нерюнгринском. По 4 случая зарегистрированы в Гулийском и Геннокангаласском районах, 3 случая в Намском, 2 в Амгинском и по 1 случаю в Алюпинском, Сунтарском, Тампонском и Чурапчинских районах. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, в настоящее время, тогда, когда в целом на территории республики есть как ситуация, связанная с пожарами, так и ситуация с коронавирусом, тем не менее, просьба огромная не терять бдительность и, соответственно, продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, в том числе как ношение масок, так и соблюдение социальной дистанции. За сутки нашими лабораториями республики совместно с Роспотребнадзором проведено 1310 тестов на новую коронавирусную инфекцию. На территории республики за весь период пандемии поступило 281 855 доз вакцин. При этом необходимо обратить внимание, что первую вакцину у нас уже получило порядка 273 333 человек. Только что поступила информация по поступлению в республике вакцины «Спутник Лайт» в количестве 6 тысяч. Данная вакцина будет поступать после маркировки в поликлинике нашей республики для ревакцинации. Под ревакцинацию попадают граждане, те, которые прошли непосредственно саму по себе, саму по вакцинацию в одну из первых наших стадий. Это в декабре, в январе. Это прежде всего медицинские работники, а также наша группа лица старше 65 лет. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент вакцина для первой вакцинации есть не во всех районах и, соответственно, поликлиниках нашей республики. Вакцины на первую вакцинацию нет в городе Якутске, вакцины нет в больницах Мирнинского района. В связи с этим предлагаем гражданам сегодня для того, чтобы осуществить вакцинацию в последующем, записываться, и при поступлении вакцины будете приглашены для осуществления вакцинации. Уважаемые жители республики, я обращаю ваше внимание на то, что 16 августа в соответствии с постановлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия будет проведен комплекс мероприятий по проверке непосредственно вакцинированных в учреждениях и организациях, которые, соответственно, попадают под обязательный перечень. В связи с этим прошу отнестись к этому с пониманием. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее. Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главном. 3 человека, в том числе подросток, погибли в ДТП на автодороге Вилюй. В Якутске продолжаются ремонтные работы после прорыва газовой трубы. Прямое включение нашего корреспондента. Начались единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей. 3 человека, в том числе подросток, погибли в ДТП. Авария произошла на 98-м километре автодороги Вилюй ночью 2 августа. Предварительно установлено, что женщина-водитель, следовавшая из села Сунтар в Якутск вместе со своей семьей, на автомобиле, не справившись с управлением, съехала с дороги. В результате чего погибли водители, 2 пассажиров, в том числе несовершеннолетний 2004 года рождения. Также 2 детей с травмами доставили в учреждение здравоохранения. Прокуратура Горного района организовала
организовала проверку по факту ДТП. В ходе нее дадут оценку причинам и условиям гибели людей, получения несовершеннолетними вреда здоровью и соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Перейдем к лесным пожарам. Их на территории республики действует 164. Об этом стало известно в ходе брифинга оперативного штаба. За последние сутки удалось ликвидировать 15 очагов, обнаружено 16. Еще 53 пожара тушатся и 11 локализовано. На местах работает 2118 людей и 275 единиц техники. Произведен один вылет Ми-8 на территории Алекминска. Всего привлечено 636 человек Федерального резерва, из них 59 человек авиалесоохраны и 577 прибывших на территорию республики из других регионов. На особом контроле находится обстановка в 3 населенных пунктах. На особом контроле находятся приближенные природные пожары по 3 населенным пунктам. Это Сить Кобяйского района, Кыракый Верхневилюйского района и Кюрелях Горного района. На данные природные пожары еще мобилизуются силы авиалесоохраны, также местное население и перебрасывается дополнительная техника. Минэкологии Якутии проверяет информацию о разливе нефти на реке Лена. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия и Восточно-Сибирское территориальное управление Росрыболовства организовывают совместный рейдовый осмотр акватории реки Лены в связи с распространением в социальных сетях видеоматериала с фактами загрязнения реки Лена нефтепродуктами в районе города Якутска и поселка Жатай. Минэкологии Республики Саха-Якутия напоминает, что река Лена является объектом федерального экологического надзора, в связи с чем материалы о нарушении природоохранного законодательства будут переданы в управление Росприроднадзора по Республике Саха-Якутия. В Якутске продолжаются ремонтные работы после прорыва газовой трубы. Напомним, происшествие случилось вчера вечером на улице Автострада 50 лет октября. О том, как ведутся работы на этом участке, расскажет мой коллега Власий Сергеев. Он сейчас выходит на связь. Власий, какова ситуация и какие работы ведутся в данный момент? Валерия, приветствую. Как мы можем видеть, в данный момент на месте происшествия продолжаются восстановительные работы газопровода. Известно, что прорыв произошел в 2 местах, то есть получается на этом участке, а также на участке по ту сторону дороги. Мы можем также сказать, что на этом участке уже последствия прорыва уже устранены, и после того, как тротуар будет полностью восстановлен, рабочая бригада перейдет на ту сторону улицы. Напомню, что газовую трубу прорвало вчера в районе 9 часов вечера. Прорыв произошел на подземном газопроводе низкого давления между жилым домом номер 4/2 и торговым центром Урасамол. К счастью, обошлось без пострадавших. Специалист отмечает, что угрозы близлежащим зданиям нет. Добавлю, что жилые дома и социально значимые объекты под ограничение газа не попали. Уточняется, что данная ветка газопровода является резервным трубопроводом для обеспечивания газа ГРЭС номер 1 города Якутска. Специалисты отмечают, что данное происшествие никак не повлияло на жизнеобеспечение данного объекта. Ну а подробнее о ходе ремонтных работ на этом участке нам рассказал главный инженер управления газораспределительных сетей акционерного общества «Саха-Транснефтегаз» Петр Данилов. Я предлагаю послушать. Вчера в аварийную диспетчерскую службу ориентировочно 20 часов 52 минуты поступило заявление об утечке газа по 50 лет автострады. Аварийная бригада выехала в течение 5 минут, оценив ситуацию сразу в оперативном порядке, приступили к локализации утечки газа. В течение 30 минут у нас уже ситуация была под контролем, утечка газа уже локализована. Газопровод старый, 68 года, и, соответственно, он находился на резерве. От него в данное время абонентов не было подключено. Причиной инцидента создана комиссия, выясняет обстоятельства
инцидента, да, и, соответственно, по итогам расследования будем опубликовывать позже. Ну и в завершение я хотел бы озвучить информацию касательно перекрытия дорог. Вчера, как мы знаем, движение автотранспорта от Кольцевой развязки до улицы Севастопольская было перекрыто и направлено по объездному пути Курнатовского. Сегодня же, как мы можем заметить, движение в сторону города открыто, ну и движение в сторону порта у нас остается закрытым. Специалисты сообщают, что планируется, что в 14:00 работы на этой стороне будут завершены. И, соответственно, после 14 часов дня движение в сторону порта будет открыто. Рабочая группа перейдет на ту сторону. И, соответственно, после обеда мы ожидаем перекрытия движения автотранспорта в сторону города. Ну что ж, у меня к этому часу все. Передаю слово студии. Спасибо, Власий, за подробную информацию. А я напомню, с нами на прямой связи был наш корреспондент Власий Сергеев. Со 2 августа в стране начинается прием заявления о голосовании по месту нахождения. Избиратели могут подать заявление до 13 сентября включительно. Прикрепиться к участку для голосования можно будет в любом территориальном избиркоме, МФЦ или на едином портале госуслуг. С 8 по 13 сентября это можно сделать любой участковой избирательной комиссии. По словам заместителя председателя ЦИК России Николая Булаева, мобильный избиратель – это возможность любому из нас переместиться в избирательном пространстве Российской Федерации, то есть выбрать удобный участок для голосования. К другим темам. Единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей начались с сегодняшнего дня. Ранее начало выплат планировалось на 16 августа. Однако президент страны Владимир Путин поручил осуществить эту меру поддержки досрочно. Портал госуслуг еще в начале июля разослал уведомления 12,5 миллионам родителей, которые имеют право на получение выплаты. Пользователи, которые не отправляли ранее заявления и не получили уведомления, могут заполнить заявление самостоятельно. А россияне, получившие первый дальневосточный гектар, могут претендовать на второй. Так, за 5 лет безвозмездного пользования необходимо выполнить хотя бы одно из условий – вложить в участок 30 и более тысяч рублей, получить от деятельности на нем не меньший доход или начать строить любое здание. За время действия программы «Дальневосточный гектар» земельные участки получили свыше 94 тысяч человек. Общая площадь предоставленных наделов составляет почти 65 тысяч гектаров. Уже вступили в силу поправки в федеральное законодательство, которые позволяют получить земельные участки в арктических регионах Российской Федерации. Первые полгода земельные участки площадью не менее 1 гектара смогут получить только жители региона. Далее в программе сможет принять участие любой житель России. Воздушно-десантные войска Вооруженных сил России сегодня отмечают 91-й год со дня своего основания. История ВДВ берет свое начало 2 августа 1930 года. Тогда на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей и их возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху. Тем временем военный комиссар полковник Авдонин Александр Владимирович поздравил ветеранов и личный состав с Днем ВДВ. В торжественной обстановке были вручены награды и почетные грамоты, сказаны напутственные слова и поздравления. Как отметил военный комиссар, из года в год престиж воздушно-десантных войск растет среди призывников. Каждый призыв в республике готовит более 200 новобранцев. Традиции десантного братства передаются из поколения в поколение. Воины-десантники чтят и помнят заслуги людей, которые стояли у истоков становления и развития войск, и подвиги тех, кто беззаветно отдал себя служению Родине. Хочу сказать, что очень многие ребята при призыве на военную службу стремятся в эти войска. Но чтобы в эти войска попасть, это не так-то просто. Надо, во-первых, обладать здоровьем, качествами, профессионально-психологический отбор, чтобы туда попасть. Ну и, как еще раз сказал, служба в этих войсках очень почетна до настоящего времени. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.